Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 16 октября 2020 года. Посмотрим, какой день нас ждет. Будем делать на маг-колоде. Маг-колода называется «Про тебя». Так, вот у нас карта дня. Вот такое дерево, которое пробивается сквозь решетку. И ничто его не может остановить. Да, это очень символично. Посмотрим, что будет помогать. Две карты сразу у нас здесь вышли. Что будет мешать? Так, ну давайте рассуждать. Итак, у нас карта дерева, которое пробивается через препятствие и растет себе дальше, как будто бы ничего не произошло, да? То есть эта карта говорит о наших возможностях, о нашей жизненной силе и о том, что мы любые препятствия можем преодолеть. И даже если что-то происходит такое, что нами трудно воспринимается, это обязательно к лучшему. Это обязательно укрепит нас, сделает сильнее, заставит поверить в свои силы, и мы все-таки цели свои добьемся, несмотря ни на что. Еще эта карта может говорить о том, что если сегодня были какие-то планы, скорее всего, они будут изменены. То есть надо их изменить для того, чтобы они у нас воплотились в жизнь, да, чтобы все получилось. Также эта карта связана с семьей. Дерево у нас всегда как семья, как наш род, родители, бабушки, дедушки. Могут быть вопросы вот именно с ними связанные, да, когда, может быть, придется приспосабливаться в поведении, может быть, договариваться, соглашаться, да, с чем-то, с чем мы не хотим соглашаться, но знаем, что это необходимо для того, чтобы поддержать такое спокойствие, может быть, в семье. А также карта может говорить о том, что у нас сегодня могут быть преграды, да, вот этот забор, который существует, это вот как раз преграда. И нужно здесь правильно оценить. Вообще сегодня подождать, может быть, что-то не предпринимать, отложить на будущее. Или, может быть, нужно просто избрать какие-то окольные пути, да, то есть по-другому как-то действовать, чтобы здесь ситуация разрешилась. Ну и, конечно же, если были какие-то проблемы со здоровьем, вот организм здесь приспосабливается, идет прям мощное выздоровление, исцеление, улучшение ситуации. Самое главное, чтобы мы здесь не химией пользовались, да, какими-то природными компонентами. Что будет помогать? Здесь у нас девушка, которая сидит на вершине горы и собирает звезды в лукошко. И еще одна карта у нас тоже сама вышла из колоды, да, это на ней изображены два человека, это парень и девушка, которые едут, не глядя куда, да, и рядом открытый люк, то есть можно попасть в какую-то историю. То есть нужно быть сегодня очень внимательным, нужно думать о будущем, а не только о том, что вот сегодня нам хорошо, хочется, выгодно и так далее, потому что то, что нравится сегодня, может быть вредным и опасным даже завтра. И, конечно же, нужно нацеливаться на все самое лучшее для себя, на самореализацию, на любовь. В общем, все, что нас радует, все, что нас притягивает, все самое лучшее, самое высокое, вот это должно нас сегодня вести, и мы не должны ни в коем случае сдаваться. Но вот обязательно нужно свои цели с будущим сопоставлять, то есть не стараться ради сиюминутной какой-то выгоды, прибыли, какого-то результата портить свое будущее. Что будет мешать? Когда мы просто разговариваем о проблеме, но не решаем ее. То есть мы можем просто выговариваться, да, то есть энергия уходит, которая нам дана на действие, на какую-то борьбу, на то, чтобы мы ситуацию решили, а мы просто вот эту энергию в разговоре, да, вот, допустим, жалуемся или еще что-то такое, она у нас уходит, и как бы энергия потерялась, и уже нет сил для того, чтобы вот эти ситуации разрешать. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в паре. Сегодня очень много каких-то глаз завистливых, да, и у вас будет такое состояние, что вот вы никому не нравитесь, вас все осуждают. Особенно это же касается второй половинки, вот противоположного пола, да, вам кажется, что вот на вас смотрят как-то не так, вы не нравитесь, да, скорее всего, это неправильно.
Да, скорее всего, это чьи-то мнения, навязанные вам. Нужно посмотреть на себя со стороны, объективно себя оценить. Может быть, действительно заняться внешностью, может быть, действительно нужно заняться здоровьем, да, энергетикой и так далее. Может быть, самодостаточностью, да, вот здесь девушка у нас именно как бы сама оценивает, да, никого нет рядом с ней. Да, вот желательно, конечно, сегодня правильно оценить себя и ситуацию, связанную с отношениями, и не обращать внимания на то, что говорят и думают другие. Самое главное, ваш взгляд. Для тех, кто в паре, вот может потребоваться помощь вашему партнеру или вам самим, мудрый совет какой-то, да, и, конечно, здесь дерево все-таки высота, да, то есть это какие-то достижения, которые мы планируем для себя, которые, может быть, не так легко достичь. Может, мы думаем, что это легко, а оказывается, на самом деле нет. И вот не нужно бояться обращаться за помощью, не нужно бояться принимать помощь, потому что иногда вот хочется самим справиться, да, вот все-таки сегодня все лучше делать вместе и быть очень мудрыми. Не нужно как-то перестраховываться, вернее, нужно перестраховываться, не нужно слишком уж думать, что мы совсем справимся. Так. Это у нас карта для тех, кто в ссоре. Рано еще мириться, нужно хорошенечко взвесить ситуацию, понять, почему это произошло, и если у вас будущее вообще с этим человеком, то все хорошенечко обдумать, рано пока что мириться. Работа. Для тех, кто в поиске работы, вот сегодня может быть какая-то ситуация неожиданная, когда вы на что-то очень сильно рассчитывали и получили какую-то реакцию неприятную, да, которая вас задела, как раз в том месте, где вы этого не ожидали. Может быть, это те люди, на которых вы рассчитывали, да, которые обещали помочь и не помогли. Или, может быть, это же рука, да, рука – это как и есть символ работы, да, то есть вы, допустим, могли бы что-то сделать, а вам, допустим, не дали себя выразить вот в какой-то теме, в какой-то сфере, в какой-то деятельности. В общем, какие-то неприятности, причем очень такие острые могут произойти сегодня вот как раз у тех, кто рассчитывал сегодня, что у него будет работа. Да, вот может быть кто-то уже пообещал, а может ситуация развернуться совершенно по-другому. И еще не доверяйте слишком тем людям, которые вот связаны как раз с тем, что, может быть, помогают вам в трудоустройстве, да, вот старайтесь все-таки держать дистанцию и слишком не доверяться, потому что может быть элементарная зависть, может быть попасть кому-то под горячую руку, то есть, ну, какие-то неприятности. Держитесь немножко на расстоянии, да, немножко холодно, это поможет. Для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о том, что слишком много дел, и вы вообще не понимаете даже часто вообще, куда вас эта ситуация приведет. То есть вы как бы в такой суете, суматохе можете находиться, с вас постоянно требуют, давят, то есть вы все время что-то делаете, к чему-то стремитесь, и уже совсем не понимаете, надо вам это или не надо, уже как-то перестаете чувствовать вообще ситуацию, жизнь и так далее. Значит, нужно отдохнуть, нужно понять свои цели, свои задачи, нужно переключиться как-то. Или, допустим, это просто одного дня ситуация, тогда вот рекомендация в конце дня обязательно отдохнуть, побыть, может быть, в одиночестве, прогуляться пешком, в общем, восстановить баланс. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что могут быть проблемы с конкурентами, какие-то ссоры, скандалы, конфликты и может быть какое-то непонимание. Да. Также здесь может быть как вот в обществе какие-то есть стандарты, документы, инструкции, да, а ваше дело, ваш бизнес, допустим, не укладывается в эти стандарты. Или это символ кризиса, которому нужно как бы заранее противостоять. То есть нужно заранее подумать, как вы будете действовать вот в ситуации, когда все против вас. Финансы для тех, кто на зарплате. Но сегодня у вас может быть какое-то поощрение денежное, скорее всего. Это может быть единичное что-то, а может быть это какие-то подарки, это может быть зарплата, которая может оказаться выше, чем вы рассчитывали. Ну и тратить тоже денежки сегодня можно на развлечения, на какие-то.
А для тех, кто зарабатывает своим делом, может быть какая-то ситуация, когда вы задумаетесь о перемене вот финансовой стратегии или о новом источнике дохода, или о том, как вообще вам по-новому начать получать деньги. А может быть, вы сразу какую-то большую сумму можете получить или сделку какую-то крупную совершить, которая очень многое меняет вот в вашей судьбе, в вашем бизнесе. Здоровье. А здоровье просто отличное, то есть день действительно хороший для выздоровления, для какой-то вот для подъема энергетики, да, для понимания того, как правильно лечиться, как правильно питаться, какой образ жизни вести. То есть это как раз то, что ведет вас к здоровью. И в итоге дня у нас такая ситуация может быть непонимание с близкими людьми. То есть весь вечер вы здесь пытались, весь день вы пытались здесь что-то сделать как бы хорошие, свои цели осуществить, много энергии тратили, да, и вот когда вы встречаетесь вечером со своими близкими, может получиться так, что вас не понимают, у вас нет общей точки соприкосновения в чем-то, в каком-то вопросе. Причем, смотрите, каждый стоит на своем и думает, что вообще по-другому нельзя, да, договориться нельзя, выхода нет и так далее. На самом деле это не так. Просто сделать можно таким образом, что как бы вы измените свое мнение, и человек, с которым у вас как бы расхождение, да, тоже переменит. То есть, чтобы вы оба отказались от своих вариантов в пользу третьего какого-то варианта, который вас объединяет, который позволяет решить проблему. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!